У него очень богатая история у этого города. В самом названии Старый Крым есть слово «Крым». То есть это меня очень сильно привлекает. Русские здесь здороваются, селям алейкум говорят. Меня зовут Нури Якубов. Я по профессии художник, живописец, монументалист. Являюсь членом Союза художников Украины, России, член Ассоциации крымско-татарских художников. Самый любимый предмет почему-то оказалось рисование. То есть я просто заметил за собой, что я очень сильно люблю рисовать. И это заметили даже учителя, и какие-то стенгазеты мне доверяли делать и так далее, и так далее. И у меня была сестра двоюродная, она училась в архитектурном институте в Ташкенте. Когда она приходила к моему дедушке, она перед моими глазами просто рисовала его портрет. И я, когда это впервые увидел, я очень сильно вдохновился. И почему бы тоже не попробовать вот точно так же. И меня это очень сильно задело, и я какие-то движения начал делать в этом направлении. Вот после того, как я еще несколько раз побывал в художественных музеях Ташкента, там картины с больших художников, когда очень сильно повлияли на меня. И тогда я посмотрел, увидел, что вот, можно изобразить жизнь, пейзажи, какие-то жанровые сценки, которые вот я просто вижу вокруг себя, можно изобразить в картинах. То есть настоящие картины я увидел там в музее. Это тоже меня вдохновило. И я начал ближе уже к окончанию школы серьезно относиться к этой деятельности. И стал копировать картины больших великих мастеров и периода итальянского возрождения. То есть я начал с них. Копировал акварелью, еще даже не понимал, как, что. То есть это были навыки самостоятельного такого исследования в этом направлении. И когда один из товарищей, который жил по соседству, он учился на журналиста, то есть это был тоже еще один толчок. Он мне посоветовал поступить, попасть в изо-студию. После того, как я закончил школу, я поступил в художественное училище в Ташкенте, где учился 4 года. После этого я поступил в Московский государственный художественный академический институт имени Сурикова, где проучился в течение 6 лет, закончил с красным дипломом. Самый первый учитель у меня был Анатолий Щербак, который меня направил, когда мне было 15 лет, 15-16 лет. Он дал мне первый толчок для того, чтобы я понял, для чего, что мне нужно и как можно получить образование. Первые навыки он мне дал в изо-студии. А затем были учителя в училище, это Ган, Мирза Ахмедов. После того, как я поступил в художественный институт, основным моим учителем был профессор Евгений Николаевич Максимов. Это кафедра монументальной живописи. Сейчас это очень известный художник в России. Знаете, как обычно бывает, вот художник, когда начинает какую-то свою творческую деятельность, ему предстоит сделать очень сложный выбор, потому что есть примеры, которые вокруг него, очень множество картин в музеях известных художников. То есть проторенная дорога есть. То есть он может посмотреть классических мастеров любого жанра. И у него, знаете, все 4 стороны. То есть его никто не заставляет писать что-то определенное. То есть он сам выбирает. Да? Каждый художник выбирает то, что ему по душе. Но почему-то художнику вначале очень сложно выбрать. Он ищет, он не знает, что, на чем остановиться. Может быть, это море, может быть, это писать горы или натюрморты, или просто портреты каких-то людей. Хочется писать и то, и то, и то, ничего тебя не останавливает. Вот. И в какой-то момент что-то происходит,
в жизни человека. То есть он приобретает какой-то опыт определенный, он встречается с определенными людьми, он изучает эту жизнь, что-то его направляет. Когда я поступал в художественный институт имени Сурикова в Москву, это было 1987 год. В это время, когда я сдавал экзамены, на Красной площади наши крымские татары просто сидели и требовали возвращения на родину. Понимаете? Это совпало, все это в один день. Буквально я прихожу с экзамена, включаю телевизор и читаю газеты, а там экстремисты, крымские татары на Красной площади, ну так называемые, да, то есть как это преподносили газеты. То есть это меня толкнуло на какую-то вот творческую какое-то направление. То есть, понимаете, то есть я понимаю, что народ начал возвращаться в Крым. Это на глазах. То есть после этого события начали возвращаться крымские татары на родину. Мои родители через год после этого события уже вернулись в Крым. И получается, что мое творчество, оно было уже связано с возвращением крымско-татарского народа в Крым. Если брать, допустим, творчество пожилых художников того времени, да, то есть моего народа, их творчество приходилось на жизнь в Средней Азии, к примеру, да, где, скажем, социалистический реализм диктовал им какие-то особые определенные темы, да, для творчества. И преобладала вот такая тематика разная, то, что окружало в Узбекистане. Да? А вот тематика Крыма очень редко встречалась в творчестве наших художников. За редким исключением, буквально единицы, наши крымские татарские художники вот, просто уделяли внимание вот именно какому-то национальному колориту, да, в нашей живописи. Примеров таких очень было мало в жизни для того, чтобы как-то ориентироваться по отношению к кому-то, да, то есть подсмотреть где-то. Очень сложно было. И я начинал, когда в первые свои шаги в этом направлении, то есть информация была единичной, буквально какие-то первые вырезки появлялись, первые открыточки появлялись какие-то в то время. Представьте себе, ничего нету, никакой информации. Какая-то вырезка из газеты черно-белая, мутная, совершенно непонятная, то есть какая-то фотография Крыма. И это меня вдохновляло просто на картину, понимаете, написать с этой вот фотографии, ну, что какой-то старинный какой-то вид, какие-то улочки. Это очень редкое изображение. Я тогда еще познакомился вот с Низами Ибраимовым, он там в Москве жил в то время, мы общались, друг к другу ходили в гости, и он мне тоже дарил открыточки, и дарил информацию мне для какой-то творческого такого подъема. То есть я начал изображать те картины, которые я видел на каких-то открыточках, понимаете, я видел на фотографиях. Он приносил какие-то книги, которые он в букинисте покупал, старые дореволюционные фотографии в этих книгах. И он делился постоянно со мной. И это меня тоже подстегивало. То есть это были первые попытки, жалкие такие, небольшие кроки, такие маленькие шажки. Сейчас, если сравнить с нашим временем, это был даже не процент один. Там, сегодня вот столько много информации для творчества. Старинный Крым для меня очень важно. Важно почему? Потому что это то, что мы утратили, то, что мы потеряли. Белый лист, незаполненный, понимаете? Это в течение какого-то последнего столетия незаполненная страница творчества крымско-татарского, понимаете? И это вот художники очень мало изобразили Крым в 20 веке живя. То есть, если в 19 веке, может быть, у нас и художников не было, а после того, как появились эти художники, уже и нельзя было изображать этот Крым. То есть получается такой пробел большой. И нужно было этот пробел сейчас восстанавливать. Поэтому сейчас, живя в 21 веке, в 21 году, я пишу Крым, как будто бы я живу в начале 20 века или в конце 19 века, хожу по этим улочкам,
пишу этюды, пейзажи, вижу вокруг себя быт крымстатарского народа. Я просто этим живу, я это вижу. Я это вижу всегда, везде, понимаете? У меня воображение, оно у меня сидит в крови. Я постоянно изучаю это и знаю вот закрытыми глазами все, как оно было, как оно существовало. Изображая сейчас в своих картинах вот такой вот старинный Крым, я буквально воображаю себе, что иду по этим улочкам, остановился и пишу там, где мне понравилось. А я думаю, что в каком бы месте я бы не остановился, везде будет красивый пейзаж, красивая улочка, которая заканчивается в конце этой дороги, будет мечеть. Я очень сильно привязан к южному берегу, Кариис. В 1992 году у нас была практика, мы со своим другом Исметом Шехзаде организовали практику в Кариизе, и там было 10 художников, студентов нашего художественного института. Мы все приехали в палаточное место Кариис, где люди только переехали, и поставили какие-то маленькие времяночки и стали обустраивать, строить себе дома. И вот в этих времяночках, в старых крымстатарских, нас было 10 человек, художников, и мы там впервые, я увидел этот поселок Кариис, и я открыл для себя удивительное место, где мы в течение 2 месяцев писали этюды, писали эти улочки, очень интересные, сохранившиеся до наших дней, эти двухэтажные домики с балкончиками деревянными. Там были фонтаны, которые можно было изобразить. К сожалению, там мечети мы не увидели в то время, но которые они, конечно же, были когда-то. Поэтому нужно было включать воображение. То есть, если хочешь изобразить, нужно было вообразить это и представить себе, как оно было в старые времена. И вот этот Кариис мы обошли вдоль поперек, и сейчас в своем творчестве я постоянно возвращаюсь к этому месту. Почему? Потому что это дало мне вдохновение для моих будущих картин. Поселок Кариис мне показал, как я могу изобразить именно старинный Крым. Потому что вот этот старинный Крым, он вот в то время, в 1992 году, более-менее сохранился. Сейчас, конечно, там все уже переделано, разрушено. Все, что на моих картинах изображено, сейчас практически уже отсутствует. Мои зрители иногда замечают, что я не пишу в степи, какие-то ровные местности, да, какие-то, скажем, села Северного Крыма. Спрашивают, почему? Ну, во-первых, композиционно очень сложно сделать вторые, третьи планы. То есть, когда ты видишь на переднем плане несколько, там, 2-3 домика поставил, а остальные домики их не видно, потому что они уже сзади, их не видно, они потерялись. А если это горная местность, то можно показывать многоплановость, многоярусность, да? То есть твоя мысль может быть полной, более полной. Скажем, какая-то на возвышенности стоит мечеть, находится мечеть. И поселок многоуровневый, с плоскими крышами, к примеру, или еще с какими-то другими элементами. Да? То есть в таких горных пейзажах можно очень многого добиться. Когда смотришь на сегодняшнюю реальность, очень тяжело осознавать то, что этого никогда уже не вернуть то, что было раньше, эти старые улочки, старые домики, эту черепицу. Уже никто не хочет класть эту черепицу на свою крышу. Это все безвозвратно уходит, теряется. Все картины, которые я написал, то есть эти места сейчас безвозвратно утеряны.
и они все перестроены, они все разрушены. Практически почти ничего не сохранилось. Только единицы каких-то элементы сохранились из тех, что я изобразил в своих картинах. Поэтому я считаю, что это, ну, конечно же, это не восполняет такую утрату, да, вот такую боль, да, это никогда не восполнит, ни одна картина. Но я сейчас понимаю, что, к сожалению, ничего невозможно поделать, только лишь кроме того, что вот оставить это в памяти, в картине, для того, чтобы показать нашим потомкам, нашим внукам, показать нашим детям. Я вот заметил удивительную вещь. Сейчас тот Крым, который сейчас я изображаю в своих картинах, это буквально, можно сказать, открытие для многих людей, которые знают, что такое Крым вообще. То есть многие крымчане с удивлением обнаруживают в моих картинах то, чего они никогда не видели. Хотя им по 80, по 70 лет художникам, они говорят: а где ты берешь такие сюжеты? Мы всю жизнь здесь живем в Крыму и никогда не видели такую красоту. То есть это открытие для людей на самом деле. Сейчас вот в соцсетях я свои картины выкладываю и вижу там комментарии людей, которые никогда не видели, какой был Крым в старину. И это очень сильно удивляет людей, то есть радует людей. Это очень многие начинают познавать как бы культурный слой Крыма, исторический слой. То, чего никогда никто не видел. Никто же сейчас не будет искать какие-то старые фотографии Крыма, смотреть их, изучать по ним. Это очень сложно. То есть это, скажем, написать картину и показать это все в цвете, где-то на выставках или в соцсетях, это работает очень сильно. То есть это показывает людям вот эту красоту былую, которая исчезла, и сегодня, к сожалению, ее нет. Приходится мириться с тем, что жизнь, она диктует свое. Жизнь не стоит на месте. Мы просто должны понимать, что и многие цивилизации исчезли, многие дворцы, более сильные народы пострадали. Мы знаем очень много чего было в истории, что исчезло, на сегодняшний день нету. То есть природа и жизнь, и история, она берет свое, конечно же. Мы не можем, как говорится, с уверенностью сказать, что нас ждет. К сожалению, вот этот 44-й год, депортация крымскотатарского народа, она внесла непоправимый ущерб, конечно, нашей жизни, нашему развитию. Очень многое позабылось, многие традиции, много знаний ушло с теми знаниями, которые были у наших стариков, да, наших старших. Очень много такой архитектуры интересной, да, с плоскими крышами, скажем, плоские крыши. И после каждого дождя нужно было эту крышу специальным инструментом выдавливать дождевую воду из крыши, чтобы она выходила наружу и уходила, и высыхала для того, чтобы эта крыша не испортилась. И после того, как наш народ выселили, депортировали, эти домики глиняные никто не мог сохранить, потому что никто не понимал, что надо это все каким-то образом как-то действовать, понимаете, очищать от воды и так далее, давить это все прессами. То есть это все разрушилось на глазах. Старые источники почему-то перестали воду давать. Почему? Потому что все вокруг начало
взрываться, перестраиваться, да, эти каналы, все разрушилось. Много чего здесь, после того, как мы вернулись сюда, уже было безвозвратно уже утеряно. Сегодня мы живем в глобальном мире, и, к сожалению, конечно, вместе с тем, что этот глобальный мир может дать нам очень много преимуществ, да, в то же время он дает очень много и негатива по отношению к нашему народу. Нам сейчас очень тяжело сохранить свою идентичность из-за того, что мы потеряли преемственность. Очень много моих друзей, знакомых, которые очень гордятся, что у них там дедушка читал намаз, учился в медресе, читал Коран. И, к сожалению, да, наше молодое поколение, вот этим уже мало кто живет. То есть мало кто из тех, кто так вот гордится, вот сам как бы притворяет религию, да, в своей жизни. Да. Это, конечно, боль утрата очень сильная. То есть Советский, конечно, Союз очень сильно повлиял на то, как мы живем, как мы относимся к своей жизни, к религии. Очень много среди нас атеистов появилось, очень много людей, которые плохо знают ислам, так как по объективным причинам было понятно, что не было в наше время литературы, да, где можно было изучать, а дедушки боялись передавать своим детям свои знания, потому что режимная ситуация была, система, которая запрещала в Советском Союзе, преследовала по религиозному признаку. Если ты ходишь в мечеть молодой, то значит ты какой-то не такой. Значит, тебя надо наказать и так далее. А дедушек не трогали в основном. Да? Поэтому дедушки боялись за своих детей и не передали своим детям вот эту преемственность. А отцы в свое время нам уже не передали, нашему молодому поколению. И поэтому сегодня у нас такая проблема, вот эта пустота, как чистый лист. Вот сегодня приходишь в мечеть, да, там одна сплошная молодежь сидит. А те, старики, которые жили в Советском Союзе и получили атеистическое воспитание, почему-то очень мало, единицы буквально приходят в мечеть. Наше поколение, оно как бы вот так вот потерянное. Вот это чувствуется, что эта нехватка, да, она как-то очень тяжело восполняется сейчас. Межнациональные браки тоже одна из таких проблем, которые среди нашего народа присутствует. Есть какие-то моменты в этом и негативные тоже, и позитивные. То есть я не могу, как говорится, сильно ругать вот такой выбор, да, человека. То есть я смотрю на это с точки зрения того, что философски, допустим, я смотрю так. Если наш народ образовался от международных браков, каких-то там половцев с генуэзцами, да, турок там, с аланами, с готами, это все были межнациональные браки в Крыму. Кипчаки, основной народ, да, образовал наш крымский народ. То есть если таким образом мы как сейчас гордимся, что в нашей крови там десятки разных народов, кровей, из этого всего различных народов один крымский народ, который объединила религия, да, и язык. Сегодня просто продолжается тот же процесс, который не останавливался никогда. То есть мы образовались таким образом, и таким же образом мы сейчас образовываемся. Самое важное при этом, что мы, крымские татары, сохранились как народ. Мы должны сохраниться. Мы, конечно, должны сохраниться. Я очень надеюсь на это. Да, я замечаю тоже различное настроение в последние несколько лет.
иногда прямо противоположные настроения. Такое, знаете, есть такое ощущение потерянности есть среди нашего красноярского народа. Есть большие страхи какие-то определенные, да? Люди боятся высказаться по какому-то вопросу. Что такое страх? Страх это на 95% это наше воображение. Ну и 5%, можно сказать, это реальность. То есть реальный страх, он существует, конечно, но не настолько много, как его рисуют. В основном это, конечно, вот мы сами себя, конечно, пугаем и так далее. Были страхи похуже. Возьмите 60-е, 70-е годы, 80-е годы. Были очень много препятствий для возвращения крымских татар. Однако ехали каким-то образом сюда, заезжали, прописывались, не прописывались, но все равно жили. Их выселяли, их сажали, их штрафовали. Но почему-то никто не боялся. Все рвались сюда, несмотря ни на что. Но пресс тогда был не маленький, я скажу, очень даже сильный. Да? Наказание было тоже очень не маленькое. Почему-то не боялись в то время. А сейчас вот как-то нам надо пережить эти страхи. На самом деле надо почувствовать себя здесь нужным, надо почувствовать себя здесь необходимым. Что если не я, то кто? Да? То есть вот так надо ставить вопрос. Кто же будет здесь жить, кто же здесь будет вот развивать этот Крым, если не я? Если каждый так скажет, ну, конечно же, придет хорошие времена. Ну, придут они обязательно. То есть я верю, я всегда был оптимистом, да? Никогда не бывает все плохо. То есть в Коране Аллах говорит, за каждой тягостью наступает облегчение. После полосы черной обязательно наступает полоса белая. После темной ночи обязательно наступает светлое утро, день. То есть надо вот так ставить вопрос. И всего лишь надо понимать, что мы же живем в этом мире как испытание для нас. У крымских татар есть различные мнения по этому вопросу. По вопросу национальной идеи я знаю много ответов таких вот разных. Допустим, кто-то говорит, что нужна вот свое независимое государство, своя автономия, какая-то еще, может быть, структура, еще какая-то структура. То есть различные такие взгляды я знаю, присутствуют, да, среди нашего народа. Теперь, живя в этом глобальном мире, мы всегда должны смотреть на какие-то примеры яркие. Давайте посмотрим на национальную автономию уйгуров в Китае, допустим, или национальную автономию Палестины в Израиле, или же какие-то другие, куча примеров можно привести, где есть автономия, и у власти есть маленькой автономии, ну, свой же народ, допустим, и чего они достигли, добились. Да? То есть здесь возможны разные сценарии развития, понимаете? Возможно, что получится все хорошо, но может получиться так, что даже это такая ситуация, как сейчас, вот эта выживаемость, да, то есть ситуация, когда мы должны выживать в такой ситуации, может быть, она даже лучше для сохранения нации. Потому что нациям, которым все разрешили, все дали, они исчезли почему-то, они растворились, и они просто деградировали. Очень много примеров могу привести. Смысл моей жизни, ну, все время менялся, конечно. В старые времена, по молодости, у меня был один смысл жизни. Я тогда хотел очень больших достижений в своей жизни, творческих, там, стать известным художником, там, и так далее, знаменитым, чтобы картины там висели в каждом доме. Там. Ну, частично, конечно, это осуществилось,
Сейчас я сделал очень много репродукций, которые буквально, там, можно сказать, что по всему Крыму, вот уже почти в каждом доме они висят. Это одни из таких целей, которые по молодости у меня были, да. Но сейчас у меня, конечно, цель другая. Сейчас у меня цель, после того, как я начал соблюдать свою религию, я понял, что цель жизни несколько иначе, другая должна быть. То есть цель должна быть постоянная. То есть постоянно не маленькие цели должны быть у человека, а постоянная, единая, главная цель. Это чтобы Аллах был доволен нами. Если Он нами доволен, значит мы, будучи, можем быть и художниками, и строителями, и дворниками, да, у нас цель всегда будет одна навсегда.